Ассаламу алейкум, братья дагестанцы, мусульмане. Если вы, конечно, истинно, чистой душой верите в Аллаха и считаете себя мусульманами, но я слышал этот инцидент, даргинцы там, нагайцы там. Я никогда в жизни не разделял нацию, но когда чересчур наглеют, перегибает, когда гостеприимство, этому пределу должно быть же какой-то конец. Вот я слышал, видел ролик, как там нагайцы, там даргинцы, там, короче, это кипиш, стычка, как они говорят. Как говорят даргинцы, там вот в этом ролике, что нагайцы напали на Даргинское село. Братья мусульмане, даргинцы вы, да? Нагайцы Левашинский район приехали, напали на село. Туда, к вам. Или вы, живя в Нагайском районе, считаетесь гостями, живя в их земле, арендовываете земли, держите скот, живность, делаете яшав, и вас никто не ушемляет, вам никто никакие эти препятствия не делает. И вы живете нормально так же. Но когда вы, братья мусульмане, перегибаете планку, живя в гостях в степи, в Нагайском земле, живя в гостях, и тем более четверг вечером взять спиртное, подъехать к селу, Нагайскому селу, ближе к селу, включить на громкий полный самый магнитофон, звук, сидеть там, бухать, пьянствовать. И вот когда к вам приходят молодые ребята и говорят, делают вам замечания, говорят, вы что делаете, здесь село, не пьянствуйте, выключите это, музыку, вы что беспределом занимаетесь, вы же некрасиво поступаете. Ради Аллаха, выключите все, отъезжайте, отходите от села. И когда вам сделали правильное замечание, и вас это затронуло, и потом виноваты нагайцы, или нагайцы первые начали это, я никогда в жизни, аллахи, никогда в жизни не разделял нацию. Но в любом нации есть гомно. А гомно, она такая вещь. Здравый человек, смыслом, здравым умом, смыслом человек видел, наверное, гомно, она не тонет, она на плыву бывает. В любой нации есть гомно. Но когда чересчур этого гомна много в этой нации, но нормальные, трезвые, чистой душой мусульмане, считающие себя мусульманами, должны же сделать замечание этим людям своей нации, сказать, вы что делаете, из-за вас будет этот кипиш, это бардак. Почему вы своих не останавливаете? Почему вы свои вот имамы, совет старейшин, старики, там власть или что? Почему вы не делаете замечаний своей молодежи, своим людям? А потом, когда начинает вас ушемлять, вы начинаете, вот они нации разбирают, там
нацистские разговоры. Это не нацистские разговоры, это не нация разбирает. Просто надо быть честным, правильным. И мужчина, который считается мужчиной или считает себя кавказцем, он должен признавать свои ошибки. И ему не должно быть впадлу. Ола, так получилось, извини, брат, извиниться. Это посунное по нашим мусульманским. Мухаммад Пайгамбар, пророк посунный даже. Я сам чеченец. Но у меня есть братья-мусульмане, нагайцы, много братьев. Среди даргинцев есть ахлахцы, аварцы, разницы нет. Среди всякой нации есть у меня друзья. Но они молодцы. Они братья, мусульмане, чистой душой. Которые бывают чистой душой мусульмане. У нас никогда не было наций, различий. Но когда вы вот чересчур перегибаете вот это, любой нации терпение заканчивается, предел бывает. Не надо ущемлять за то, что эта нация, к примеру, по численности там меньше, там у вас по численности больше, вы превосходите это. Никогда не надо этим спекулировать. Просто надо оставаться человеком, мусульманином. Если ты истинный мусульманин, ты должен знать, что хорошо, что плохо, что правда, что неправда. Неправда не должно лезть вперед. Правда должно быть всегда, если ты честный, если ты истинный мусульманин. И то, что вы в гостях живете на равнине, сделали села, живете там, и вас не ущемляют, вы там держите скот, процветаете, вам же ничего не говорят эти нагайцы. Они же не приехали туда, в ваши горы. Они же там не арендуют земли, не делают пастбища кутаные и не называют нагайским названием селы там. И там же не беспредельничают, они не пьянствуют. Ну, всему есть терпение, предел. Любая емкость наполняется, и когда-то она переливается. Надо уважать менталитет тех народов, кто живет на равнине, в степях. Уважать их обычаи, традиции. Понимаешь, брат мусульманин? Если быть честным и чистым мусульманином, должно быть черное черное, белое белое. Вот так я считаю. Но не надо испытывать терпение нагайцев. Просто вы не знаете нагайцев. Я с ними сколько лет уже, лет 40-50 с ними дружу, куначество, друг другу ходим в гости. Также даргинцы, лакцы, лезгины, аварцы, разницы нету. У меня есть друзья. Но у нас не было никогда. Ты чеченец, ты аварец, ты лезгин, ты даргин, ты лакис, ты нагаец. У нас этого не было. Брат есть брат. Если ты поистину мусульманин, и если ты считаешь братом, будь честным всегда. Не держи за пазухом камень. Не жди, пока он отвернется спиной к тебе. Не будь таким подлым. Уважай своего брата. И цени его за то, что благодаря его гостеприимству, благодаря на их территории земли, ты процветаешь, живешь и здравствуешь. Вот так. Если что, братья мусульмане, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи та'ала ва баракатуху.